Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня у нас итоговая передача по оказанию первой помощи детям при различных травмах. Для того, чтобы узнать, могут ли родители оказывать первую помощь ребенку, мы провели опрос. Сможете ли вы оказать первую помощь ребенку в экстренной ситуации? Постараюсь, куда деваться. Смогу. Наверное, да. Своему смогу, другого будет. Когда не знаешь, конечно, трудно будет, наверное. Смогу. Я не могу сказать. Упаду в обморок. Легко. Наверное, какую? В какой ситуации, например? Просто в экстренной ситуации? Да. Да, наверное, не знаю. Возможно, да. Если скорую вызвать, если приступишь, ладно, на землю положить. Обязательно постараюсь. Смотря какой, постараемся, конечно. Да, недавно оказывали. Мы после ожога. У нас ребенок супом обжегся. Мы промыли холодной водой, сняли всю одежду и побрызгали пеной обеззараживающей. Результаты опроса нас не обрадовали. Мы пришли к выводу, что не каждый родитель может оказать первую помощь ребенку. Вы можете быть уверены, что с вами никогда ничего подобного не случится. Вы можете даже не смотреть нашу передачу и не вникать, что может произойти и как можно помочь. Но это только до тех пор, пока касается вас. Но если вы стали родителями, то вы полностью отвечаете за здоровье, за жизнь и безопасность своих детей. Те знания и навыки, которым мы стараемся обучить вас в рамках нашей передачи, пригодиться могут в любой момент. Дети от природы любознательные и постоянно исследуют окружающий мир. Но на каждом шагу их подстерегают жуткие опасности и страшные приключения. Полеты с дерева и даже из окон, горячие предметы, разноцветные таблетки, препараты бытовой химии, электроприборы, ядовитые насекомые и растения, змеи, да мало ли что еще. Поэтому ваш долг родителя – знать и уметь правильно оказывать первую помощь ребенку в экстренной ситуации. Если что-либо случилось с вашим ребенком, вы, как и любой человек, не имеющий медицинского образования, первым делом, конечно, вызовите скорую помощь. Потому что медицинскую помощь должны оказывать люди, имеющие соответствующее образование и разрешение на проведение необходимых манипуляций. Они оценят состояние ребенка и примут необходимые меры. Но главный вопрос – когда? Когда приедет скорая? И не будет ли уже поздно? Вы же не можете спокойно ждать их и видеть, что состояние ребенка ухудшается. И у вас есть возможность помочь здесь и сейчас. Только нужно знать как. Оцените ситуацию, поймите, что произошло и что является причиной несчастного случая. В любой, даже самой нервозной ситуации родителям нужно сохранять выдержку, от которой зависит здоровье или даже жизнь ребенка. И самое главное – не навредить ребенку, ибо своими неправильными действиями можно усугубить и без того тяжелое состояние пострадавшего ребенка. Какие же травмы чаще случаются у детей? В первую очередь это ушибы, которые возникают при падениях, при ударах. Признаками ушиба являются боль, отечность, покраснение, нарушение движения, кровоподтеки вместе воздействия травматического фактора. Ни в коем случае при наличии ушиба нельзя растирать и массировать место ушиба. Первая помощь заключается в том, что на место ушиба или растяжения необходимо положить холод. Это может быть смоченная в холодной воде салфетка, платок, полотенце, лед в пакете, то есть все, что есть под рукой в данный момент. И положить это нужно приблизительно на 5 минут. Это поможет снять боль. Поврежденную конечность лучше обездвижить, наложив повязку, а затем обратиться к специалисту. Если же ребенок ударился животом, головой, повредил глаз или опух сустав и сильно болит, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. При ранениях самое важное – это остановить кровотечение. Необходимо наложить повязку, используя чистую хлопчатобумажную ткань или бинт. Если же ранение глубокое и больше, чем сантиметр, необходимо вмешательство врача. При ранениях самое важное – это остановить кровотечение. Края раны необходимо сразу же прижать, используя чистую хлопчатобумажную ткань или бинт. Для незначительных ранок достаточно обычного заклеивания бактерицидным лейкопластырем. А если ранение глубокое и больше, чем сантиметр, необходимо вмешательство врача. При падениях у детей часто возникают ссадины. При наличии ссадин, грязь, занозы и мелкие камешки осторожно удалите с помощью пинцета или чистого носового платка. После этого промокните рану тампоном с теплой водой, воспользуйтесь бумажным платком или дезинфицирующим средством для кожи.
Небольшое кровотечение не страшно, кровь вымывает грязь наружу. Ссадину по возможности не перевязывайте, так быстрее образуется корочка, которая предотвратит проникновение в рану микробов. Переломы и вывихи также доставляют много неприятностей детям. Признаками их являются видимые деформации частей тела, возможно нарушение целостности кожного покрова, мышц, костей, а также нарушение их функции. Сильная боль, отек, покраснение, возможно посинение, кровоподтеки и ссадины. Определить с точностью наличие перелома или вывиха возможно только при помощи рентгенографии. До встречи с врачом к очагу боли приложите что-нибудь холодное и обязательно наложите шину, которая обеспечит конечности покой. Существует правило, согласно которому нужно фиксировать 2 сустава по соседству для обеспечения неподвижности поврежденного участка. Не пытайтесь самостоятельно вправить вывих, это делает только врач и только под наркозом. Также нельзя массировать или растирать место повреждения. Более серьезной травмой является сотрясение мозга. Обычно это случается в результате падения с высоты. Деревья, крыши, чердаки полны загадок, но одно неосторожное движение и романтики конец. Если после падения ребенка мучит тошнота, головная боль, сонливость и вообще ребенок ведет себя как-то не так, без промедления отправляйтесь к врачу. Поражение электрическим током, о котором мы говорили в одной из последних наших передач, также является серьезной травмой. Пожалуй, одним из самых заманчивых и доступных детскому вниманию предметов является розетка. Она притягивает к себе внимание как магнитом. В интересные дырочки так замечательно бывает засунуть гвоздик или пальчик. Родители, попробуйте на своих 4 продублировать маршрут своего ребенка по квартире. Вы посчитали, сколько раз вам встретились розетки, провода и доступные электроприборы. Вы и представить не можете, на что способен ваш малыш. Перекусить провод, облизать включенный удлинитель. И результатом могут быть тяжелые ожоги лица. Бывали случаи, когда малыш, гуляя по комнате без памперса, совершенно случайно писал на розетку и падал, сраженный электрическим током. При поражении электрическим током незамедлительно по возможности отключите электричество. Любым деревянным предметом, который есть под рукой, отодвиньте провода от ребенка или от опасного места. Если малыш не дышит, приступайте к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца. Как показывает практика, у детей часто случаются ожоги. Рядом с мамой интересно, а поскольку она часто занимается на кухне, дети любят проводить там много времени рядом, находя себе массу увлекательных, но, к сожалению, небезопасных занятий. Постарайтесь предусмотреть все виды опасностей, грозящих малышу. Зацепившись или потянув за ручку кастрюли или сковородки, ребенок может вывернуть на себя горячее содержимое. Электрический чайник тоже должен быть под запретом. Верх легкомыслия – пить чай с ребенком на руках. Одно неосторожное движение и горячая купель малышу обеспечена. При ожоге в первую очередь обожженный участок поместите под струю умеренно холодной воды и держите минут 10-20, чтобы ожог не распространился вглубь кожи. Нельзя смазывать ожог маслами, кремами. Они загоняют ожог внутрь. Рана должна быть открытой. Если образовался волдырь, не нужно его вскрывать, чтобы не инфицировать кожу. И главное, не снимайте одежду, чтобы вместе с ней не снять и прикипевшую кожу. Срочно транспортируйте пострадавшего ребенка в больницу. Для детей, особенно раннего возраста, очень коварно удушье. Удивительно, чем только давятся маленькие детки. Безобидными кусочками фруктов, печенья, блестящими монетками, винтиками, яркими кусочками бывших воздушных шариков, бусинками, маленькими деталями игрушек. Всего не перечесть. У грудничков причиной удушья может стать рвота. Если малыш подавился, это грозит удушьем. Грудничка легко можно поднять на ножки и слегка похлопать по спинке. Если в дыхательные пути малыша что-то попало, и он надрывно закашлял, наклоните его вперед, положите к себе на колено животиком и не сильно пошлепайте между лопаток. Если у малыша началась рвота, положите его на животик и приподнимите ему головку, а лучше поверните ее на бок. Когда ребенку попадает в глаза инородное тело, малыш трет глаза. На улице это может быть пыль, соринки, мелкие насекомые, а дома пушинки, крошки. В таком случае глаз нужно промыть. Смочите платочек в кипяченой воде и попробуйте достать из глаза помеху. Но если есть повод думать, что в глаз попала металлическая или деревянная стружка, стеклянный осколок, доставать такой предмет с помощью подручных средств, ваты или пинцета будет верхом безрассудства, потому что существует опасность травмы роговицы. Случается, что и в глаз укусит случайная козявка. И в этом случае нужно обратиться к специалисту. К сожалению, не являются редкостью отравления у детей. Если вы обнаружили, что ребенок только что проглотил несъедобное растение, ядовитые грибы или лекарства, обернуть палец влажной салфеткой, очистить ротик малыша от остатков ядовитого вещества. А затем нужно вызвать рвоту. При отравлениях кислотами и щелочами, а также нефтепродуктами категорически запрещается вызывать рвоту, так как произойдет
повторный ожог слизистых оболочек. При этом удалять вещество из желудка нужно только зондовым промыванием, то есть это должны сделать медицинские работники. Если ребенок получил тяжелую травму, не спешите поднимать его, трясти, тормошить. Этим вы можете нанести ему дополнительный вред. Проверьте, не потерял ли ребенок сознание, поговорите с ним, посмотрите, как он реагирует. Если сознание отсутствует, то поверните малыша на бок, для того, чтобы он не захлебнулся рвотными массами, кровью и тем содержимым, которое находится в полости рта. При повороте ребенка на бок нужно быть очень осторожным, так как в результате тяжелой травмы может быть поврежден шейный отдел позвоночника. Поэтому шейный отдел позвоночника желательно фиксировать подручными средствами. Приступать к непрямому массажу сердца и искусственному дыханию можно только тогда, когда отсутствует дыхание, отсутствует сердцебиение, то есть наступила клиническая смерть. Причем реанимационные мероприятия нужно проводить правильно в зависимости от возраста ребенка. Уважаемые телезрители, мы напомнили вам основные принципы оказания первой помощи детям при различных травмах. Даже если на первый взгляд вам кажется, что травма не тяжелая, но ваша родительская интуиция подсказывает, что что-то не так, обратитесь к врачу. Здесь лучше перестраховаться, чем упустить момент, когда можно помочь без последствий. Смотрите наши передачи на официальном сайте Канашского телевидения, в группе ВКонтакте, на канале YouTube. Задавайте вопросы, предлагайте интересующие вас темы. Звоните нам по телефону 20323. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.